Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о коре. Корь известна человечеству более 2000 летий. Корь во все времена наводила ужас на матерей всего мира, так как являлась одной из основных причин смерти детей раннего возраста. Поэтому в довакцинальную эру корь называли детской чумой. До 1963 года, когда не было вакцины против кори, в мире каждые несколько лет происходила крупная вспышка кори, уносившая до 2,5 миллионов жизней в год. И до сих пор корь считается одним из самых опасных заболеваний из-за большого количества осложнений. В 1911 году была доказана инфекционная вирусная природа этого заболевания. Революционным событием стало создание противокоревой вакцины, применение которой для активной иммунизации позволило сделать корь управляемой инфекцией, в сотни раз снизить заболеваемость и предотвратить гибель миллионов людей от этой некогда грозной инфекции. В нашей стране была создана живая коревая вакцина, которая с 1967 года используется в программе обязательной плановой вакцинации против наиболее распространенных детских инфекций. Для того, чтобы узнать, какова осведомленность родителей о коре, мы провели опрос. Знаете ли вы, что такое корь? Корь – это детское заболевание, сопровождающее сыпью. Это детское инфекционное заболевание. Это тяжелое вирусное заболевание. Корь – это детское инфекционное заболевание, которое сопровождается повышением температуры и сыпью на теле. Детское заболевание с сыпью и с температурой, наверное. Какие осложнения могут быть при коре? Наверное, воспаление легких. Не знаю. Нужно делать прививки? Не знаю. Снижение иммунитета. Как защититься от кори? Прививки. Прививки нужно делать? Не знаю. Вакцинация должна быть. Делают прививки. В ходе опроса мы выяснили, что осведомленность родителей о коре недостаточная. Но тем не менее, каждый родитель знает, как защититься от этой инфекции. О том, чем опасна корь и как от нее защититься, мы беседуем с заместителем главного врача по детству и родовспоможению бюджетного учреждения «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Татьяной Юрьевной Шагалиной. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Добрый день, Елизавета Ивановна. Добрый день, уважаемые телезрители. Татьяна Юрьевна, какова сейчас распространенность кори в мире и в нашей стране? Эпидситуация по коре в мире весьма сложная и довольно-таки тревожная, как в мире, в Европе, так и у нас в России. Вирусы действительно не знают границ, и зима этого года доказала это. Но если говорить о России, то вспышки зарегистрированы буквально недавно в Крыму, где заболело более 100 человек, в Новосибирске, где было закрыто 13 школ. Также заболевания приблизились и к нашим границам. Это Нижегородская область, это Ульяновская область. В Москве довольно-таки сложная и тревожная ситуация. Заболеваемость корью выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 3,5 раза. Также в Канаше в прошлом году был зарегистрирован 1 случай завозной кори, но благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям этот случай был локализован, и распространения данной инфекции не было. Заболеваемость в Крыму в основном определялась завозными случаями с Украины. Также высокая заболеваемость была и в Европе, где заболело около 85 тысяч человек. И летальных исходов там наблюдалось 72. Как же протекает эта инфекция? Корь – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое характеризуется высокой контагиозностью, то есть заразительностью. Из 100 общавшихся с корью восприимчивых, то есть не вакцинированных и не переболевших корью, заболевает 95-97 людей.
В общем, начало кори обычно бывает острое. У нас основная симптоматика какая-то: подъем температуры до 40 градусов, интоксикация выраженная, насморк, конъюнктивит. И затем появляется на 4-5 день болезни появляется сыпь, которая характеризуется этапностью высыпания. А именно она начинается с заушных областей. Это лицо, грудь, туловище и затем конечности. Что характерно, вирус поражает, он в основном поражает и иммунокомпетентные клетки. И поэтому, значит, после заболевания кори резко снижается иммунитет. Резко снижается иммунитет и частоты осложнений. Почти у каждого 15-го ребенка наблюдаются осложнения, такие как отиты, пневмония, гаймориты и такое грозное осложнение, как энцефалит. Это воспаление головного мозга со стойкими в будущем последствиями. Так как же защититься от кори? Специфического лечения против кори нет. Единственным надежным методом предупреждения является иммунизация. В связи с неблагоприятной ситуацией по кори как в России, так и в Европе, то есть за рубежом, по поручению правительства Российской Федерации было издано постановление, утверждено постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 4 от 6 марта 2019 года о проведении почищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации. Сделать прививки против кори можно будет в медицинской организации по месту жительства с 1 апреля 2019 года по 1 октября 2019 года. Прививки может сделать каждый любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью и не получивший полный комплекс вакцинации против кори. Плановая вакцинация кори проводится всем детям в возрасте 1 год, и ревакцинация повторная, то есть вакцинация, проводится через 5 лет, в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведения о профилактических прививках против кори, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет всем взрослым лицам из групп риска. Но прежде всего это работники лечебно-профилактических учреждений, работники сферы обслуживания, это торговли, транспорта, образования, коммунального хозяйства, а также работающие вахтовым методом. Для стойкого иммунитета, который предупреждает заболевание кори, необходимо иметь 2 прививки, как я уже сказала, одну вакцинацию и ревакцинацию. После 2 введений вакцины иммунитет формируется в 95% случаев. После однократного введения вакцины в 69-80% случаев. Длительность иммунитета после вакцинации не менее 20 лет. По некоторым данным формируется же пожизненный иммунитет. То есть необходимо получить 2 вакцинирующие прививки. Таким образом, угрозе заболеваний подвергаются не болевшие корью, не привитые или привитые однократно. Особую опасность заболевание представляется для детей в возрасте до года, не подлежащих еще прививкам по возрасту, а также для детей до 5 лет, состоящих в группе риска в связи с риском возникновения осложнений, о которых я говорила ранее. Проводится ли экстренная профилактика кори тем, кто был в контакте с больным? Экстренная активная иммунизация кори в очаге проводится всем здоровым детям, не болевшим корью, конечно, с 12 месяцев, а также всем лицам, которые не привиты и не болели корью. А детям до 12-месячного возраста вводится иммуноглобулин по назначению врача. Будьте внимательны к своему здоровью, своевременно обращайтесь за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания, чтобы избежать осложнений и не заражать окружающих. Проще сделать прививку, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори. Спасибо, Татьяна Ильина, за полезную информацию.
И сейчас мы узнаем мнение мамы Айнуры Далматовой о том, нужна ли вакцинация от кори ребенку. Я знаю, что корь – это инфекционное заболевание. Я очень переживаю за здоровье своих детей и к прививкам отношусь положительно. Мне кажется, что своевременная вакцинация способствует предупреждению кори у ребенка. Многие родители, начитавшись отзывов в интернете, отказываются от прививок. По-моему, это опасно, прежде всего для их детей. Несмотря на то, что корь – это инфекция вроде бы детская, на самом деле ей могут заболеть и взрослые. Прививайте своих детей, не ждите, пока ребенок заболеет. Защитите себя и своих детей от кори, делайте прививки своевременно. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.